Привет, интернет! Хочу сегодня встать на защиту Дмитрия Иванова, главы Чистопольского района Татарстана. Вы мне возразите, чемпион мира, чемпион Европы по армрестлингу может и сам за себя постоять. Но против злых наветов есть только один прием. Это правда, который мы сегодня сообща поищем. В этом году Чистополь сотрясают коммунальные аварии. Целые микрорайоны надолго оставались без воды. Почти 2 недели люди топили снег на бытовые нужды. Кошмар, да и только. Кто виноват? Жители, конечно, винят власть и чиновников, которые когда-то передали Чистопольский водоканал в частные руки. А его владельцы, нерадивые бизнесмены, по всей видимости, деньги в развитие предприятий не вкладывали, а только доили доходы. Это и закономерно привело к коллапсу. Так пишут в чистопольских пабликах рассерженные горожане. Некоторые очень серьезные и солидные издания, в частности «Коммерсант», и вовсе подтвердили. Компания «Чистополь-Водоканал» по данным Картотеки.ру принадлежит АО «Стройтех» Марата Хаузиева. До 2014 года водоканал был в собственности муниципалитета. Я просто решил проверить и провести расследование и выяснить, кто же тот нерадивый чиновник, что отдал водоканал в частные руки, что и стало первоисточником нынешних бед. Известная казанская электронная газета еще в 2018 году в материале «Кому принадлежит Чистополь» писала про Чистополь-Водоканал, что оно с декабря 2014 года из собственности Чистопольского исполкома перешло под контроль ЗАО «Стройтех» Марата Хаузиева. Итак, декабрь 2014 года. Запомним эту дату. Кто же тогда был главой? Отматываем пленку назад. 22 сентября 2014 года руководителем исполкома города был назначен, нынешний глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Предыдущий глава Ильдус Ахмедзянов ушел в депутаты, а потом в сенаторы. В сентябре 2014 года назначили Иванова, а в декабре водоканал сменил собственника. Все вроде сходится. Но не спешите посылать проклятие на голову Дмитрия Иванова. Он не имел к этой сделке никакого отношения. Потому что, обратите внимание, в декабре 2014 года Чистопольский водоканал уже не принадлежал исполкому города. А кому, спросите вы? Открытие ждали нас, вы не поверите, на сайте Чистопольского водоканала в разделе «История». Просто никто не удосужился туда заглянуть. Приватизация Чистополь-Водоканала началась еще в 2005 году. Прошло несколько стадий, и в конце концов предприятие стало филиалом некоего ОАО «Водоканал-сервис», располагавшимся в Казани на улице Тецовской, дом 1. Как и почему? Загадка. Можно было, конечно, попросить пролить свет на эту загадку человека, занимавшего пост главы Чистополя в далеком 2005 году. Но интуиция мне подсказывает, что он сам был в этой истории практически только наблюдателем. Но мы продолжили искать. В 2011 году предприятие Чистополь-Водоканал, филиал ОАО «Водоканал-сервис», по сообщениям газет с помпой отметило столетие предприятия. А что с ним было дальше? В 2013-2014 году? Открываем сайт госзатраты. В 2013 году предприятие Чистополь-Водоканал, филиал ОАО «Водоканал-сервис» продолжало заключать контракты на водоснабжение и водоотведение в Чистополе. И в конце 2014 года, как писали газеты, неожиданно перешло в собственность ЗАО «Стройтех». Мы, конечно, решили узнать, что это за такое загадочное предприятие ОАО «Водоканал-сервис», которое 10 лет владело Чистопольским водоканалом. Согласно данным сайта ИНН-ДЕКС, 29 апреля 2016 года предприятие «Водоканал-сервис» было ликвидировано. Круг замкнулся. Но, честно говоря, у меня и не было желания дальше ловить рыбку в этой мутной воде. Главное, мы доказали. Нынешнему главе Чистопольского района Дмитрию Иванову этот головняк достался по наследству. Честно говоря, мы понимаем, рычагов влияния на частников, владеющих сегодня Чистопольским водоканалом, у него очень немного, кроме как взывать к их совести. Но мы с вами тут обсуждаем не палатку, где торгуют шаурмой.
Чистополь-водоканал – предприятие критической инфраструктуры, от которого зависит жизнь почти 60 тысяч жителей целого города. Износ труб, по сообщению городских чиновников, составляет на некоторых участках 90%. Заплатки уже не на что ставить, и пробу не на кого. А у собственника нет денег на реконструкцию. Не буду задавать вечный вопрос: где деньги, Зин? Это не в моей компетенции. Единственно правильный выход предложил раис Татарстана, президент моего сердца Рустам Минниханов. Он поручил начать процесс передачи Чистополь-водоканала в государственную собственность, чтобы спасти критическую ситуацию, которая в любой момент может превратиться в катастрофу регионального масштаба. И я очень надеюсь, что у нынешних бенефициаров предприятия Чистополь-водоканал, видимых и невидимых, хватит ума сделать все правильно на благо жителей прекрасного города Чистополь.